Ответы на вопросы. Сегодня у нас 12 сентября 2021 года. И я отвечу на вопрос, что делать на выборах в сентябре 2021 года. Вот он вопрос. Что делать на выборах в сентябре 2021 года, который будет скоро? Ну, вопрос на самом деле формулировался не всегда так. Я получил из ряда источников примерно похожие вопросы. За кого голосовать, ходить ли на выборы, ну и прочие такого плана вопросы. Я решил сформулировать вопрос вот именно так. Что делать на выборах в сентябре 2021 года? Потому что я подумал, какой дать ответ. И вот именно на такой сформулированный вопрос будет наиболее правильный ответ, который я хочу дать. Прежде всего хочу сказать, что вначале я дам ответ. Ответ будет состоять из 3 слов. Да? То есть 3 слова – это ответ на вопрос. А далее я дам обоснование под тот ответ. Но перед тем, как дать обоснование, я еще расскажу план обоснования небольшой. Да? Для того, чтобы вы понимали, что будет дальше в этом видео. Соответственно, давайте, ну и также в описании к видео и в комментариях вы увидите тайм-коды под соответствующие ответы. Если вас это заинтересует, вы можете их посмотреть и вам будет удобнее. Итак, вопрос. Что делать на выборах в сентябре 2021 года? Ответ из 3 слов. Делайте, что хотите. Ответ. Делайте, что хотите. То есть, я говорю вам, людям, которые задают этот вопрос, что делать на выборах в сентябре 2021 года, я вам говорю, делайте, что хотите. И это означает буквально следующее. Если вы верите в умное голосование, идите на умное голосование, голосуйте в соответствии с ним. Если вы верите в какую-то партию, которая там будет участвовать на выборах, голосуйте за соответствующую партию. Если вы считаете, что вообще не надо ходить на выборы, не ходите на выборы. Если вам нравится какой-то конкретный кандидат, а на партию вам плевать, голосуйте за конкретного кандидата. Да? То есть мой ответ такой, делайте, что хотите. Теперь я отвечу, почему я рекомендую вам, даю вам такой ответ. Вот он, из 3 слов. Делайте, что хотите. Для того, чтобы дать обоснование под этот ответ, я должен вначале показать вам план обоснования. Да? Давайте я его зачитаю. Вначале я вам расскажу, что такое, что из себя представляет современный путинский политический режим. Вкратце. Да? Дальше я вам дам циферки по численности, допустим, украинского Беркута, Росгвардии там, и прочие разные соотношения. Дальше я вам расскажу немножко про государственные перевороты, совсем вкратце, такие пару мыслей. Дальше я вам скажу мысль такую, которая заключается в том, что политический путинский режим закончится не в результате выборов. Да? Ну, из этого автоматически следует вывод, что все эти походы на так называемые выборы, они, в общем-то, лишены какого-либо смысла. Потому что путинский политический режим в результате выборов не закончится. Да? И, соответственно, дальше я вам обозначу список из людей, кого я считаю реальными оппозиционерами. Сразу предупреждаю, что этот список не закрытый, и я прошу не обижаться. То есть, если кто-то туда не вошел, то это не значит, что вы не реальный оппозиционер. Да? То есть, ну вот, тех, кого я назову, я считаю реальными оппозиционерами. Да? Дальше я немножко как бы дам определение тому, что такое пророчество Володина. Дальше я расскажу вам о федеративной партии, как бы председателем межрегионального башкортостанского отделения, которого я являюсь, да? И о том, как вступить в эту партию, и про цели и задачи данной партии и так далее. Ну и дальше, соответственно, я вам еще покажу какую-то картинку, потому что у меня их тут достаточно много. Да? Вот. И сделаю некое обращение из прошлого. То есть, вот на текущий момент, 12 сентября 2021 год, это настоящее, да? Но это видео также будет адресовано будущему. И из будущего я буду тыкать пальцем вот на это видео, которое вы сейчас смотрите. Да? И из этого прошлого, из 12 сентября 2021 года я буду обращаться. И потом я буду говорить, что, ребята, вы не говорите, что я вас не предупреждал из
12 сентября 2021 года об этом не говорил, и, соответственно, со всеми вытекающими выводами, да? В том числе про определенную партию, в том числе про федеративную партию. Итак, давайте. Значит, повторимся, да? Повторение мать учения. Что делать на выборах в сентябре 2021 года? Вот вопрос. Ответ. Делайте, что хотите. Ответ «делайте, что хотите» следует из того, что, собственно, ничего кардинального зависеть от этих выборов не будет. То есть, кого нужно, туда поставят в виде соответствующей партии, других партий, симулякров разных партий и прочее, прочее. Никто туда без согласования из администрации президента не попадет. Никакой реальной оппозиции и так далее. Говорить о том, что те партии, которые сидят в так называемой Госдуме, являются оппозиционными или еще какими-то, не имеет никакого смысла, об этом многие уже 1000 раз говорили. Там реальной оппозиции нету. Да, соответственно, если Путин просто захочет поржать, он может какого-нибудь оппозиционера пустить, так чисто, чтобы поржать, да, так как-то нескольких оппозиционеров, чтобы кто-то там шумел, там что-то изображал и так далее. То есть реальной оппозиции в Государственной Думе не будет на этих выборах. И реальных выборов, где все будет честно посчитано, их тоже не будет. Это все очевидно. Это противоречит путинскому политическому режиму. Да, то есть, поэтому ожидать, что там что-то будет, это неправильно, это достаточно глупо и наивно. И давайте поговорим теперь по нашим пунктам, да, которые обосновывают ответ «делайте, что хотите». Значит, что из себя представляет путинский политический режим? Симулякры там и прочее. Вот смотрите, в целом можно установить неприкрытую чекистскую диктатуру. То есть силовики будут контролировать все, такая будет жесткая брутальная сила, которая все контролирует, шаг влево, шаг вправо, расстрел и и все. И можно без всяких симулякров, там, без Госдумы, там, каких-то там СМИ, которые что-то там изображают еще и так далее. И в принципе у Путина достаточно для этого ресурсов. И у его политического режима. То есть тут не на физическое лицо нужно акцент делать, да, а в целом у путинского политического режима. То есть можно сделать, как в Латинской Америке. Там военные диктатуры, в некоторых странах. Соответственно, здесь чекистская диктатура. Да? И нужно понимать, что чекистская диктатура это более хитрая и изощренный тип диктатуры, чем военная диктатура. Потому что военная диктатура, она опирается исключительно на военную брутальную силу, а чекистская диктатура, она более изощренная, тонкая и устойчивая. Да? Соответственно, военная диктатура, она опирается не только на военные какие-то силовые ресурсы, но и на прочие моменты, на всякие симулякры, хитрые всякие моменты, контроль оппозиции, создание фейков, там прочее, контролируемых партий и всего что угодно. Да, поэтому мы имеем сейчас такой крайне правый режим, соответственно, и путинский политический режим, который мы имеем, да, в нем приход к власти реальной оппозиции невозможен. Да, то есть в рамках той политической системы, которая есть, это невозможно. Поэтому мое отношение к выборам, оно соответствующее. Да, выборы, они в кавычках выборы, то есть это некий симулякр. И в том числе мое отношение к тем партиям, физическим лицам, которые находятся в Госдуме там, и каких-то других законодательных органах и прочее соответствующее. То есть это симулякры и фейки, которые созданы властью, находятся там по согласованию с властью. И, соответственно, ничего реального с реальной оппозицией они не имеют. Да? Ничего общего с реальной оппозицией они не имеют. Вот, собственно, ответ. Поэтому спорить о том, голосовать там за КПРФ, там, за ЛДПР, или Справедливая Россия, или еще какие-то новые там партии, там, и так далее, это глупо. Тем более, те, за кого вы захотите голосовать, они не пройдут 5% барьер, им там какие-нибудь прочие проблемы устроят и прочее. Да? То есть, это все очевидно. Для кого-то не очевидно, но для меня это очевидно. Следующий момент. Давайте подумаем теперь над тем. Да? Если у нас есть путинский политический режим, и мы понимаем, что в результате выборов этот политический режим не закончится. Да? То есть эти выборы имеют смысл, если благодаря им может закончиться режим. То есть как обычно должно происходить в государствах нормальных.
То есть там происходят выборы, в результате выборов меняется власть и прочее. Ну, мы прекрасно понимаем, что путинский политический режим в результате выборов не закончится. Да? И у нас стоит вопрос, а что тогда делать? Ну, как бы, вот по поводу этого я, собственно, ответ дал, делайте, что хотите. Вот он ответ, да? То есть по поводу выборов. А теперь давайте подумаем, каким образом путинский политический режим может закончиться. Да? И вообще, закончится ли он? Ну, смотрите, тут у меня есть некоторые соображения. Вот давайте немножко про числа поговорим, да? Про числа и про вероятности тех либо иных событий. Вот если путинский режим заканчивается политический режим, да? То есть мы имеем в виду не Путина как физическое лицо, мы имеем в виду путинский политический режим. Потому что вполне возможно, что Путин как физическое лицо обеспечивает преемственность власти соответствующей, да? И тогда будет у нас путинский политический режим без Путина. То есть такое вполне возможно. Как бы, да? И это будет тоже на очень достаточно длительный срок. То есть это продолжение путинского политического режима, который, возможно, как-то сильно поменяется, но как бы все равно власть будет та же самая, де-факто, да? И с прочими разными моментами. Поэтому как бы не нужно отождествлять физическое лицо Путина с путинским политическим режимом. Да? То есть, когда мы говорим путинский политический режим, мы имеем в виду тот режим, который создан при Путине. Вот. Управляемая демократия, суверенная демократия, разные симулякры, прочий экспансионизм определенный, там, прочие разные моменты и ну, все, что вы видите, да, вот, как бы, все, что есть. Соответственно, отсутствие федерализма и так далее. Значит, смотрите, что по поводу того, каким образом путинский политический режим может кончиться. Не физическое лицо Путин, а путинский политический режим. Да? Как он может кончиться? Ну, если в результате выборов он кончиться не может, то есть вариант того, что он закончится в результате какого-то Майдана, какого-то революции и прочее. Это вот первый вариант, да? И есть вариант, что путинский политический режим закончится в результате какого-то переворота, государственного переворота. Это второй вариант, собственно, да? И больше особых вариантов-то и нету. По сути, больше других вариантов нет. Мы говорим, я еще раз повторяю, не про физическое лицо Владимира Путина. Мы говорим про путинский политический режим, потому что это разные вещи. То есть, как бы Путин вполне, как физическое лицо, вполне может обеспечить, я еще раз повторяюсь, устойчивость своего политического путинского режима, а сам как бы отойти от дел. То есть у него такие возможности есть. Как бы, да, и он вполне, ну, сейчас я на цифрах вам это продемонстрирую. Да? В общем, смотрите, то есть у нас есть две опции. То есть если в результате выборов путинский политический режим закончиться не может, то он может закончиться либо в результате государственного переворота, либо в результате Майдана, там, революции и так далее. То есть это когда народные массы выходят и прочее. Давайте оценим вероятность того и другого события. То есть просто оценим вероятность и подумаем, вообще это вероятно, маловероятно, как это может произойти и прочее. Поэтому я вот, собственно, эти цифры и хочу вам привести. Да? Вот смотрите. Значит, у нас есть пример Евромайдана в государстве Украина, да, который был в 2014 году. Так вот, я в интернете смотрел, я могу ошибаться в цифрах каких-то там, да, но не на порядок, а там плюс-минус чуть-чуть. В общем, численность украинского Беркута в январе 2014 года на Киевском Евромайдане была около 4000 человек. Численность населения Украины около 45 миллионов человек. Численность России около 140 миллионов человек. Численность Белоруссии около 10 миллионов человек. Численность российской Росгвардии около 340 тысяч человек. Да? Вот я как бы эти циферки вам назвал, и теперь давайте просто проанализируем, о чем речь. Вот давайте почувствуем эти числа. Значит, численность России больше численности Украины примерно в 3 раза. Ну, 140 разделить на 45. Численность Росгвардии больше численности Беркута в 85 раз. То есть вот вы
340 тысяч росгвардейцев разделите на, соответственно, 4 тысячи беркутовцев, которые в Киеве на Евромайдане были, да? 85 раз. Один боец Беркута приходился примерно на 11 250 граждан Украины. Ну, то есть, вот если вы 45 миллионов разделите на 4 тысячи, получится 11 250 граждан Украины. На каждые 140 миллионов россиян приходится, извиняюсь, ну, если мы 140 миллионов разделим на 340 тысяч росгвардейцев, получится, что на каждые 411 россиян приходится один росгвардеец. То есть вот вы почувствуете разницу. На одного россиянина, то есть на одного росгвардейца 411 россиян и на одного беркутовца 11 250 граждан Украины. Да? То есть здесь 411, там 11 250. Если 11 250 разделить на 411, будет примерно 27. То есть примерно в 27 раз больше росгвардейцев на граждан Украины, чем беркутовцев на граждан Украины. Ну, то есть на граждан России и на граждан Украины. Да? Примерно 27 раз. Не 27%, а 27 раз, чтобы вы понимали. Вот. То есть один боец Беркута на 11 250 граждан Украины и один росгвардеец на 411 россиян. Ну, какое соотношение. Ну, при этом нужно понимать, что один росгвардеец способен нейтрализовать минимум 10-20 среднестатистических протестующих. Это минимум. Среднестатистических российских протестующих. Среди которых женщины, дети, школьники, студенты, пенсионеры, значит, необученные люди, там, неорганизованные и прочее, да, то есть, вот, как бы, вот, чтобы было понимание. У росгвардейца есть соответствующее обмундирование, соответствующие навыки, вооружение, право открывать огонь на поражение, значит, закон на стороне росгвардейца и прочее. Среднестатистический российский протестующий — это неорганизованный школьник либо студент, ну, который за Навального выходит, да, вот, как бы, вот такой вот протестующий. Соответственно, да, как бы, дайте я дальше зачитаю. Тут у меня просто текст написан по числам. Ну, дальше давайте посмотрим. Общая численность России и Беларуси около 150 миллионов человек. То есть 140 в России, примерно 10 в Беларуси, да, всего 150. Это значит, что на одного росгвардейца приходится 441 россиян и белорусов. А это означает, что численный состав Росгвардии достаточен для того, чтобы контролировать протесты в России и Беларуси вместе взятые. Да? То есть, смотрите, вот просто теоретически понятно, да, что вот если там в Беларуси люди выйдут на протесты против Лукашенко, их очень много выйдет, и одновременно в городах крупных России тоже выйдут люди на протесты против там путинского политического режима, ну, это будет как бы создавать какую-то проблему. Так вот, с моей точки зрения, вот численный состав Росгвардии, он достаточен, чтобы контролировать и Беларусь, протесты там, и Россию. Да? То есть, потому что на одного росгвардейца приходится 441 россиян и белорусов. Чтобы было соотношение, да? Чтобы было понимание. И заметьте, я сейчас говорю только про Росгвардию. Я даже не говорю про прочих силовиков, чекистов, ФСБшников, разных прочих силовиков, про разные отравляющие вещества, типа новичок, который у них есть, про ядерное оружие, там, которое есть у путинского политического режима и прочее. Да? То есть для контроля ситуации над народными массами сил Росгвардии вполне достаточно, с моей точки зрения. И при этом, если росгвардейцев будет недостаточно, то Путин их еще наймет. Ну, просто наймет. Он скажет, вот я вам деньги заплачу, приходите к нам на работу, работайте, давайте в Росгвардии. Вот, собственно, и все. Да? Чтобы было понимание. Но я считаю, что их и так достаточно. То есть 340 тысяч, как бы, для того, чтобы контролировать ситуацию одновременно и в России, и в Беларуси, если одновременно начнутся протесты, да, этих сил вполне достаточно, с моей точки зрения. Вот. Из этого следует вывод, что
вряд ли стоит ожидать что-то типа Евромайдана. Евромайдана, который был в 2014 году в государстве Украина. То есть в России там, против путинского политического режима вряд ли найдется столько протестующих. То есть если у вас 340 тысяч росгвардейцев, да, умножьте это как минимум на 5, это члены их семей, там, дети, родственники и прочее. Да? То есть это люди, которые как бы, точно не будут против. Да, как бы. И 340 тысяч, да, вот умножьте на 10, на 20. Где вы найдете, не знаю, 3-6 миллионов людей, которые выйдут на протесты? Да, как бы, вот где вы их найдете? По России, как бы, да, чтобы было понимание. Вот. И даже если они выйдут, как бы, то есть я же говорю, соотношение сил оно такое. То есть 340 тысяч росгвардейцев, они вполне способны на текущий момент контролировать полностью ситуацию с протестами. То есть вот если аналогия с Евромайданом в государстве Украина, она совершенно неуместна. Численность Беркута, численность Росгвардии, прочие разные моменты, они как бы в пользу путинского политического режима. Дальше. Если у нас ситуация с Майданом в России как бы не проходит, да, то есть я это как бы на цифрах вам попытался объяснить, то давайте подумаем, может быть, с выборами не получается, потому что выборы контролируются, да, то есть выборы они в кавычках, это симулякры и прочее, да. С революцией не получается. Что остается? Остаются государственные перевороты. Да, то есть какой-то государственный переворот, то есть не школьники и студенты там вышли за Навального, там еще за кого-то, там пытаются, значит, революцию устроить, а какие-то силовики, да, так более серьезные ребята, значит, решили сместить Путина. Представим себе ситуацию, да. Давайте вот этот сценарий рассмотрим и попробуем вероятность этого сценария посмотреть. То есть мы посмотрели, что с помощью выборов путинский политический режим вряд ли уйдет, с помощью, значит, Майдана, революции тоже Росгвардии всех, да. Вот, посмотрим вариант с, значит, госпереворотами. Тут что, какие размышления на эту тему? Во-первых, мировая статистика говорит о том, что небольшой процент, очень небольшой процент этих государственных переворотов заканчивается успешно. Примерно 5-10%. 5-10% примерно. То есть, что это означает? Это означает, что должно быть хотя бы около 10-20 попыток переворота, чтобы потом какой-то окончился успехом. Да? Теперь давайте вспомним. При Путине, да, против Путина, сколько было попыток переворота против Путина за все годы его правления? Давайте попробуем просто вспомнить. Квачков, ополчение Минина и Пожарского. С какой-то натяжкой, не знаю, может быть, это какая-то попытка чего-то там. Давайте засчитаем. Раз ничего нету, давайте хотя бы это засчитаем. Да, вот раз. Болотная площадь, Навальный. 100 тысяч человек. 2. Навальный и Немцов. 2. Все. То есть, я не вижу огромного количества попыток переворота, там, каких-то силовиков, там, какие-то внутренние интриги, там, еще что-то. То есть, чтобы можно было говорить, что вот они пытаются так, пытаются сяк, там, и прочее. То есть, нету. То есть, да, чекистский режим, он очень такой продвинутый, хитрый, изощренный, соответственно, Путин, сами знаете, он стаканчик закрывает крышечкой, да, из соответствующих соображений. То есть, соответственно, как бы ожидать какого-то там переворота со стороны силовиков тоже не очень реалистично. То есть, есть какое-то недовольство там у каких-то, наверное, силовиков, да. Но я думаю, что люди Путина, они как-то контролируют там много ЗГБшных, стукачей, еще что-то там, прочих моментов. То есть, как бы 340 тысяч Росгвардия, соответственно, Путин в целом контролирует эту ситуацию. Да, как бы, и его ближайшее окружение. Поэтому говорить о том, что государственные перевороты как бы высоковероятны,
военные перевороты, да, это немножко сложно. То есть и тут нужно понимать, военные и чекисты. Да, то есть чекисты, я же говорю, это более изощренные товарищи, более хитрые. А военные, они такие более брутальные, более прямые. И как бы здесь мы вот видим такую ситуацию, что политический режим чекистский, он как бы за счет вот этого вот всего, что они есть, там, я уже говорил, новичок, там, да, ядерное оружие, Росгвардия, всякие прочие моменты, пропаганда, там, да, военных, если что, можно утилизировать в разных конфликтах, там, и прочее, прочее. То есть за счет этого данный режим, он как бы вполне легко и долго может существовать, удерживать власть и, более того, обеспечивать преемственность. Да? То есть я еще раз повторяю, я не говорю про физическое лицо Владимира Путина, я говорю про путинский политический режим. Потому что на текущий момент, вот когда мы наблюдаем все, что есть, да, я прекрасно понимаю, что Путину не составляет вообще никакого труда обеспечить преемственность власти. Вообще никакого труда. Провести в Госдуму какие угодно людей, там, поставить этих депутатиков, партии, там, как угодно, да, все что угодно творить на контролируемой территории, а потом обеспечить преемственность власти, и будет продолжение путинского политического режима. То есть это никакой проблемы сейчас для него не представляет. Вот я вижу ситуацию именно так. Конечно, многие там разочаруются, те, кто там верит в оппозицию и прочее, прочее. Но давайте быть реалистами. Да? То есть я, в отличие от очень многих оппозиционеров, я там не говорю, что революция неизбежна, там политическому режиму осталось там 2 года или 3 года, там, или еще что-то. Нет, я так не говорю. Да? Вот. Я пытаюсь быть реалистом. Я пытаюсь честно говорить, что я вижу, что я наблюдаю, там, и прочее, прочее. Также нужно понимать, что нет никакого гражданского общества, в общем, нет никакой демократии и прочие разные моменты. Дальше. Это я сказал несколько слов про государственные перевороты. Да? То есть они маловероятны. Но тем не менее, нужно понимать, что вот если есть какие-то силовики, которые точат зуб на Путина, то они, наверное, представляют более серьезную опасность, чем вот студенты и школьники, значит, которые за Навального, которые такие прямые народные массы, которые там что-то ходят на улице и так далее. Да? То есть, если они в тандеме вместе как-то будут действовать, тогда это что-то более такое сильное будет. Да? Но как бы сами по себе вот школьники и студенты, которые за Навального, да, в какой-то степени, они как бы не очень серьезная сила, скажем так. Вот. Дальше. Мысль я хочу еще раз повторить. Путинский политический режим не закончится в результате выборов. Да, то есть вот такой режим, он не может закончиться, что люди пришли, проголосовали и там сменилась власть. Такое не бывает. Да, то есть, это уже очевидно, да? Так. Теперь давайте я перечислю следующим пунктом 6 человек, кого я считаю реальными оппозиционерами. Да? То есть не фейками, не симулякрами, которые созданы властью, там, чтобы что-то там изображать из себя и прочее, отвлекать внимание и так далее. То есть это Алексей Навальный, раз, Михаил Ходорковский, 2, Айрат Дильмухаметов, 3, Анатолий Быков, Красноярский, 4, Евгений Ройзман, это из Екатеринбурга, 5, и Дмитрий Демушкин, 6. Вот эти 6 человек, я их считаю реальными оппозиционерами. Да, то есть это не фейки, это не симулякры, это реальная оппозиция, с моей точки зрения. То есть они, как физические лица, с моей точки зрения, являются реальными оппозициями, да? Вот, действующему путинскому политическому режиму. Это не означает, что список реальных оппозиционеров ими исчерпан. Да? То есть есть куча других, но вот именно этих я выделяю, и их обозначил. И я прошу других оппозиционеров не обижаться на меня. Да? То есть из того, что я вас не назвал, не следует, что вы нереальная оппозиция. Да? Но вот в этих 6 я вполне с очень высокой вероятностью, не менее чем 95%, уверен, что они реальная оппозиция, что они не фейки,
которые, значит, мимикрируют, там, изображают что-то из себя, являются проектами значит, администрации президента Путина и так далее. Да? То есть, вот, ну, вот я думаю, что эти шестеро, как минимум эти шестеро, такими с вероятностью не менее чем 95%, значит, не являются фейками и симулякрами. Да? То есть это реальная оппозиция. Так, да, то есть вот я их обозначил. И я думаю, что, как вы поняли, они абсолютно разные. Да? То есть вот они разные по политическим взглядам, по разным прочим моментам, но в целом я думаю, что с ними со всеми можно, если что, договариваться. То есть они договороспособные. О чем-то можно с ними договариваться, с кем-то более успешно, с кем-то менее успешно. Но с ними как-то можно будет договариваться. Естественно, это будет иметь смысл только после того, как закончится путинский политический режим. То есть до того, как этот путинский политический режим закончится, смысл с кем-то что-то договариваться вообще не имеет никакого. Там, делить шкуру неубитого медведя и прочее, прочее, это все бессмысленно. Да? Как бы, такая моя точка зрения. То есть, ну вот я их обозначил. Я повторю их еще раз. Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Аради Мухаметов, Анатолий Быков, Евгений Ройзман, Дмитрий Демушкин. Да, вот я их обозначил. Теперь, следующее. Я хочу показать такую штуку, как пророчество Володина. Вот смотрите, вот оно. Пророчество Володина. Я это называю «нет Путина, нет России». Да? Вот это я называю пророчество Володина. Ну, тут нужно понимать, что Володин немножко в другом контексте все это говорил. То есть он говорил, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Но если вот часть его фразы взять, да, то вот мы увидим вот такую штуку. Видите? Ну, я надеюсь, вы все это прекрасно видите, да? Вот. То есть запомните, что такое пророчество Володина, да? Вот запомните просто. Так, и это нам пригодится для того, чтобы я потом вам кое-что показал. Так, дальше. Теперь давайте я расскажу более подробно про федеративную партию. То есть в качестве ответа на этот вопрос, что делать на выборах. Вот, соответственно, смотрите. Есть такая федеративная партия. Вот ее сайт такой, federativ.ru. На текущий момент этот сайт существует. То есть есть этот сайт, его, значит, Роскомнадзор не заблокировал, как там экстремистские и какой-то там еще хакеры ЗГБшные еще там ничего не поменяли. То есть на текущий момент 12 сентября 2021 года я смотрел этот сайт, там устав тот же самый, то есть ЗГБшные хакеры, они, значит, устав не поменяли, там какие-то тексты тоже не поменяли, да, то есть и сайт существует, его, как бы, ну, на него можно попасть, да, то есть, как бы, и какая-то левая там фигня не стоит, то есть это реальный их сайт вот этой партии. Вот эта партия, федеративная партия, она не была зарегистрирована, соответственно, на выборах в Госдуму, которая у нас будет 17-19 сентября 2021 года, эта партия не участвует. Вот. Я, Амангелдин Шамиль, являюсь руководителем Башкортостанского межрегионального отделения Федеративной партии. Соответственно, в это межрегиональное отделение входят следующие субъекты Российской Федерации. Республика Башкортостан – раз, Пермский край – 2, Оренбургская область – 3, Курганская область – 4, Свердловская область – 5, Челябинская область – 6. Видите, шестерочка. То есть 6 политиков оппозиционных я вам назвал, не фейковых, настоящих до этого. И сейчас я вам назвал 6 регионов, которые, которые входят в Башкортостанское межрегиональное отделение Федеративной партии. И вот это вот Башкортостанское межрегиональное отделение Федеративной партии я возглавляю. И если кто-то из этих 6 регионов захочет войти в Федеративную партию, то вы должны написать заявление на мое имя о желании вступить в эту партию. Да? Вот. Соответственно, давайте я более подробно на эту тему сейчас немножко расскажу. И потом продолжим следующий пункт. Да? Смотрите, значит, федеративная партия, она, как следует из названия, за федерализм, да, за большие права регионов, соответственно, в том числе и за права областей, да, где преимущественно русским населением, да, и так далее. Соответственно, это раз.
Второй момент. Федеративная партия за соблюдение границ между регионами. Да, то есть, как бы, чтобы было понимание. Это два. Третье, ну там куча разных моментов, там про бюджетный федерализм, там про, чтобы, значит, денег больше оставалось в регионах и прочее, прочее. Там много всяких пунктов. Сейчас я не буду слишком глубоко в это углубляться. Устав партии и прочие разные моменты вы можете увидеть на сайте federativ.ru. Да, вот на этом сайте. Там же вы увидите в новостях, как бы, что создано такое-то межрегиональное отделение башкортостанское, и я являюсь его председателем, руководителем, вернее. У меня есть хорошая новость в том, что те люди, которые войдут в эту партию, вам не нужно платить никаких членских взносов на текущий момент. Почему так? Вот когда я вступал в партию, я заплатил 500 рублей взнос и потом по 100 рублей каждый месяц. Какое-то время назад, пару месяцев назад, значит, все эти взносы, вступительные и членские взносы отменили. Потому что часть людей, которые организовывали эту партию, значит, по-моему, они в политическую миграцию подались. Да, то есть они получили политическую иммиграцию, в общем-то, вот такая история с ними. Насколько я понял, там Государственная Дума приняла какой-то закон, который имеет обратную силу, а вы понимаете, что это, как бы, ну, я не хочу говорить слово негуманно, да, негуманно это само собой там негуманно, да, но когда есть история с этим, с Навальным или с Дильмухаметовым, это тоже негуманная история, да, то есть, как бы, тут речь вообще не про гуманность, да, это очевидно, что это негуманно. Тут речь про то, что вообще есть какие-то базовые юридические вещи, которые, ну, в цивилизованных странах соблюдаются. А здесь, значит, они приняли закон, который имеет обратную силу. И вот какие-то, значит, члены партии имели что-то связанное то ли с открытой Россией Ходорковского, то ли еще что-то. В общем, и против них якобы вот этот закон мог иметь действие. И вот они смотались в политическую миграцию. Ну, давайте слово смотались не будем. Значит, вынуждены были покинуть страну там, и прочее, прочее. Вот. Соответственно, что я могу сказать? Вот, ну, естественно, там, это негуманно, там, принимать такие законы и прочее, прочее. Но вот с того самого момента было отменено, значит, вот эти товарищи отменили членские взносы. Да? То есть, соответственно, у меня для вас хорошая новость, потенциальные члены Федеративной партии. Хорошая новость в том, что вы можете в нее вступить, и вам при этом не придется платить членских взносов. То есть, если вы сейчас на мое имя напишите заявление о том, что вы хотите вступить в эту партию, и при этом вы из тех 6 субъектов Российской Федерации, которые я обозначил, я их повторяю еще раз: Республика Башкортостан, Пермский край, Оренбургская область, Курганская область, Свердловская область, Челябинская область. Если вы из этих 6 регионов и то вы пишете заявление на мое имя о том, что вы хотите вступить в Федеративную партию, да, и вам тогда не нужно платить членских взносов и вступительных взносов. В общем, вам ничего платить не надо. По крайней мере, на какое-то время. Да? То есть, вот. Это хорошая новость. Теперь плохая новость. Плохая новость в том, что вся ответственность за то, что вы вступите в эту партию, лежит лично на вас. То есть я не буду и не смогу никак вам помочь в случае, если в результате вашего вступления в данную партию у вас будут какие-то последствия юридические, там, связанные с работой, связанные с какими-то там преследованиями вас там, и прочими разными моментами. Да? То есть это уже ваши проблемы. То есть у меня, как у физического лица, нету никаких ресурсов, чтобы вам как-то помочь. Тем не менее, если вы идеалист, если вы верите в федерализм, если вы поддерживаете устав Федеративной партии и считаете, что Российская Федерация должна быть реальным федеративным государством, а не, значит, тем, чем она является как бы в рамках путинского политического режима, то вы можете написать и заявление на мое имя, вот, если вы из этих 6 регионов, да, и вступить в эту партию. Вот.
Сейчас, возможно, находясь в сентябре 2021 года, вы не понимаете смысла, зачем это вам нужно вообще. Да? То есть, ну, понятное дело, что в ближайшем будущем эта партия к власти не придет, никто от нее не изберется ни в какой Госдуму и так далее. Это очевидно. Я вам даже больше скажу. Я думаю, что при путинском политическом режиме эта партия никогда не будет зарегистрирована. Да, то есть она не будет зарегистрирована. Да, то есть вот вы вступаете в эту партию, и вы заранее знаете, что она зарегистрирована не будет. Не будет она зарегистрирована, и в никакой Госдуму не попадет, и даже в бюллетенях она не появится. Вы это должны осознавать. Но тем не менее, если вы хотите, то я вас не призываю, ни в коем случае не говорю, вступайте в партию. Да, я говорю, если у вас, значит, если вы хотите, то вы можете в нее вступить. Вот, вы можете почитать устав, и вы можете в нее вступить. Мои контакты есть в описании к этому видео, вы можете там со мной связаться и прочее, прочее. То есть мои контакты будут в описании к этому видео. Вот, внизу там описание. И прошу, только не звоните. Вы пишите либо по WhatsApp, либо на электронную почту. Звонить не надо. Да? Вот, прошу, не отвлекать меня звонками. То есть лучше напишите, и это будет лучше. Вот, соответственно, то есть если у вас возникнет желание вступить в федеративную партию, вы можете это сделать. В чем смысл? Смысл в том, что если путинский политический режим закончится, и при этом пророчество Володина не исполнится, то с высокой вероятностью, как грибы после дождя, появится куча разных партий. И среди этих партий будет и партия Федеративная партия. Да? Вот, собственно, и все. И в отличие от кучи других молодых партий, которые появятся, Федеративная партия это будет партия с историей. Я к вам обращаюсь из сентября 2021 года, поэтому я делаю акцент. Да? Вот сегодня у нас сентябрь 2021 года. Да? То есть не 2030 год, не 2040 год, 2021 год. Я вот на это видео буду тыкать потом и говорить. Вот вам я из прошлого обращался и говорил, что вот есть такая-то партия, Федеративная партия, да, соответственно, и вот тогда еще я вам призывал, это давнишняя, старая партия, да, это не какая-то там что-то новое, фейковое там и прочее, прочее. То есть мы давно на идеях федерализма, мы поддерживаем федерализм и прочие разные моменты, которые есть, в том числе в уставе, да, но в рамках путинского политического режима мы, естественно, не можем все это реализовать. Да? И у нас нет ресурсов для того, чтобы сделать какой-то Майдан там, и организовать государственный переворот и так далее. И, соответственно, мы ждем, когда путинский политический режим закончится. Вот, собственно, и все. Ну, если говорить про легальную плоскость. Да? И вот, соответственно, вот, если вы хотите вступить в Федеративную партию, вы можете это сделать. Пишите на меня заявление, и вы будете, соответственно, членами Федеративной партии. Так. Теперь я хочу вот этот момент еще раз очень подробно вам объяснить и показать. Возможно, это покажется нудным, но это очень интересная штука. Да? Это с теорией вероятности тоже связано. Смотрите. Вначале я вам покажу еще раз, что такое пророчество Володина. Вот оно, пророчество Володина. Вот оно. Раз, два, три. Вы увидели, что такое пророчество Володина. Теперь смотрите. Теория вероятности, да, и вообще, чтобы было понимание. Вот такая картинка. Смотрите. Событие номер один. Событие номер один. Это путинский политический режим закончился. Событие номер два. Пророчество Володина не сбылось. Например. Да? И что в результате? Если произошло событие номер один и событие номер два, то обратите внимание на Федеративную партию. Да? Вот как бы я к вам из прошлого обращаюсь, из 2021 года, сентября, уважаемые зрители. Да? Кто-то будет смотреть это еще в сентябре 2021 года, а кто-то будет в 2025 году смотреть, в 2030 году и так далее. Да? То есть вот на это видео обратите внимание. Я из сентября 2021 года, я вам еще раз
хочу показать, да, вот сегодня у нас 12 сентября 2021 года. Я отвечаю на вопрос, что делать на выборах в сентябре 2021 года, да. Я вот 12 сентября 2021 года вам показываю эту картинку. Вот она. Событие номер 1 – это путинский политический режим закончился. Событие номер 2 – пророчество Володина не сбылось. А что такое пророчество Володина, я вам показывал уже, да? Так вот, давайте, если произошли события номер 1 и события номер 2, то обратите внимание на федеративную партию. Вот такое мое послание. Почему обратите внимание? Потому что это не фейковая, реальная партия, федеративная партия. Вы в нее можете вступать, вы за нее можете голосовать. То есть, когда не будет путинского политического режима, вы будете знать, что вот я к вам из прошлого обращаюсь, что вот есть такая-то партия, и, пожалуйста, за нее голосуйте. Мы за федерализм, мы за федеративную партию. Да, вот я вам это говорю. Из прошлого, из сентября 2021 года. Но все это будет иметь смысл, когда не будет путинского политического режима. Пока есть путинский политический режим, смысл в этих выборах, болтологии всякой, там, какие-то там за тех, за этих голосовать, за этих выходить на митинги, еще что-то, вообще не имеет никакого смысла. Это все бессмысленно. В этом нет вообще никакого смысла. Да? Это все симулякры, фейки и всякая фигня. Вот, да? То есть, как не будет путинского политического режима, не физического лица Путина, а путинского политического режима. То есть, когда будет свобода, какая-то демократия, какие-то, да, моменты, то тут есть два момента. Первое. Если пророчество Володина сбудется, ну, то есть Россия распадется, да? Если пророчество Володина сбудется, то смысла голосовать за федеративную партию и вообще нет никакого. Да? То есть, если событие номер 2, вот смотрите, событие номер 2, пророчество Володина не сбылось. То есть, если событие номер 2 не будет, то есть пророчество Володина сбудется, да? То есть, если пророчество Володина сбудется, тогда мое послание недействительно. Тогда нет смысла обращать внимание на федеративную партию. Какой смысл обращать внимание на федеративную партию, если государство развалилось? Да? Бессмысленно. Но если вдруг пророчество Володина не сбудется, ну, не развалилось, то есть путинский политический режим закончился, а Россия не развалилась. То есть вот если как бы оба этих события подряд произойдут, то смотрим, обратите внимание на федеративную партию. Видите, да? Вот. Обратите внимание на федеративную партию. То есть, если у нас оба этих события произошли, то есть путинский политический режим закончился, и пророчество Володина не сбылось, тогда обратите внимание на федеративную партию. Это партия, которая за реальный федерализм, как бы и прочее, да? Вот. Вот. И вы можете в нее вступать и так далее. Это я уже говорил. Поэтому я хочу еще раз обратиться из прошлого, из сентября 2021 года. Уважаемые соотечественники, мы живем на текущий момент, в сентябре 2021 года, в рамках путинского политического режима, который у нас уже с 2000 года, уже 21 год, этот режим. Сколько он еще будет продолжаться, этот режим политический, я не знаю. Я не Ванга, не пророк, ни кто-либо еще, я предсказать не берусь. Я не могу сказать, что это какой-то супер кровавый режим. Да, то есть вот Пол Пот, Красные Кхмеры, когда треть населения Камбоджи было уничтожено в результате режима, да, это более кровавый, это его можно назвать супер кровавый режим. Путинский режим, он просто кровавый, он не супер кровавый, а просто кровавый. То есть как бы он явно менее кровавый, да, как бы это тоже очевидная штука. У меня нету возможности, значит, поменять данный политический режим ни в результате выборов, ни в результате, значит, какой-то революции, ни в результате военного государственного переворота, там, ну, либо какого-то другого переворота, да. У меня таких возможностей нету. Если есть какие-то, значит, силовики, которые там пытаются сделать какой-то государственный переворот, они мне не докладывают. То есть они мне не пишут там секретно на мою почту, типа: Шамиль, мы тут собираемся государственный переворот сделать там и прочее. То есть у меня такой информации нету, они мне не докладывают. Вот. Поэтому я не могу оценить
вероятность смены путинского политического режима в результате государственного переворота, да, вероятность его смены в результате Майдана я как бы оцениваю как невысокую. Да, в результате того, что, вследствие того, что у нас Росгвардия 340 тысяч человек, да, у нас численность населения постепенно падает Российской Федерации, да, то есть количество ртов, которые нужно кормить, оно как бы сокращается, да, а ресурсная база остается прежней, да, и прочее, прочее. Там есть, конечно, экономические моменты, связанные с тем, что через какое-то время спрос на нефть достигнет пика в 2030 году, а потом начнет падать. Но 2030 год это 9 лет от текущего момента, чтобы вы понимали, да? Это 9 лет от текущего момента. То есть это очень большой как бы запас времени. Вот. Поэтому я еще раз повторяю, с моей точки зрения, путинский политический режим в ближайшие пару лет с вероятностью более чем 90% не уйдет, останется совершенно точно. Вот, как бы, то есть не менее чем 95%, чтобы вы понимали. Я не говорю 100%, да? То есть я всегда запас как бы оставляю там, как бы, на самом деле я могу сказать 99%, ну давайте пусть будет 95%, да? То есть нужно понимать ситуацию. Вот, тем не менее, вот такая вот штука, она реально работает, да, вот я еще раз показываю ее вам. То есть, если путинский политический режим закончился, и государство Российская Федерация не развалилось после того, как закончился его режим, то обратите внимание на федеративную партию. Да, как бы федеративная партия – это партия, которая за федерализм и которая, возможно, стоит того, чтобы на нее обратить внимание, и, возможно, проголосовать, а возможно и вступить в эту партию. Да, вот как бы такой месседж вам из прошлого, из сентября 2021 года. Вот. Я говорю уже 52 минуты, это достаточно долго. В какой-то момент шуточно, в каком-то момент серьезно я как бы попытался дать ответ, обоснование, да, почему я ответил так. То есть на вопрос, что делать на выборах в сентябре 2021 года, который будет через неделю, да, 17-19 сентября 2021 года, мой ответ такой: делайте, что хотите. Делайте, что хотите. Потому что, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, от того, что вы будете в этот день делать, как вы будете голосовать, либо придете на выборы, не придете, за кого проголосуете, там еще что-то, используете бюллетень, прочее, я считаю, что это ничего не поменяет. Потому что путинский политический режим останется прежним. А если останется прежним путинский политический режим, то какие-то изменения в деталях от того, что вы каких-то там депутатов избрали, не избрали, еще что-то там, это какие-то мелкие изменения, которые общую ситуацию не меняют. Да? То есть останется путинский политический режим. И основные вопросы будут решаться именно этим режимом. Как бы, да? Вот, собственно, и все. А симулякры, которые будут внизу там обслуживать этот режим, что-то изображать из себя и прочее, там, ну, как бы, что сказать-то про них? Это я считаю, что это как бы не принципиальный вопрос. Это не принципиальный вопрос, чтобы над ним особо задумываться и прочее. Да? То есть изменение ситуации в целом кардинальное возможно именно после окончания путинского политического режима. Пока он есть, все остальное это мышиная возня. Все это остальное это мышиная возня с моей точки зрения. И на самом деле я даже рад, что федеративная партия не была зарегистрирована. И ее нет в бюллетенях, вы ее не видите. Потому что я не принимаю участие в этой мышиной возне. Да, вот, чтобы вы понимали. То есть я огражден от того, чтобы в этой мышиной возне принимать какое-либо участие. И те люди, кто в этой партии состоит, и так далее. И я вас тоже приглашаю, если вы хотите, если на свой страх и риск, да, я еще раз повторяю, вступайте в партию Федеративная партия. Это такая вот масляная, конечно, тавтология, но тем не менее. Вступайте в партию Федеративная партия, если вы хотите. Если вы поддерживаете идеи федерализма и прочие идеи, да, соответствующие. Вот.
что я хотел сказать. То есть это есть мое обоснование ответа «делайте, что хотите» по поводу выборов. Да? То есть я еще раз в самом конце покажу вопрос и покажу ответ. Что делать на выборах в сентябре 2021 года? Ответ. Делайте, что хотите. Делайте, что хотите. Всего хорошего. До свидания.